Ассаламу алейкум, достар. Бул Каштанов, Менен Каштанов реакшн, Арнама Хош, Кельдиниздер. И сегодня у нас будет реакция на видео под названием «Идеальное казахстанское село». Здесь есть все и даже больше. Наверное, правильнее надо было написать «Идеальный казахстанский аул», но... как говорится, вам видней. Если что, поправьте меня в комментариях. Ребята, приступаем к просмотру. Прежде чем мы приступим, Коп Рахмет, или же Улькен Рахмет, или же большое спасибо за то, что подписываетесь на канал. Кто еще не подписался, внизу кнопка «Проходите», прожимайте. Также в описании есть ссылки на Инстаграм, на Телеграм и на Бусти. На Бусти регулярно выходят реакции на различные фильмы, сериалы и на всевозможные видео, которые блокируются Ютубом по авторским правам. Контент там загружаю регулярно. Вот вчера посмотрел фильм «Рейд» или «Рейд», да. Это из той серии «Тенге», «Байтерек» и так далее, да. Но мне привычно называть «Рейд». Крутой боевик. Кто знает, тот понимает, о чем я говорю. Реакции уже на Бусти. Переходите, смотрите. Конечно, подписывайтесь. Ну а мы приступаем. Так что ж тут прямо... идеальное казахстанское село, да? Сейчас, секунду. Кетк. Здравствуйте, как вам нравится? Ну, ребята, ну это Собственный сразу. лед, прокат коньков работает, учебный процесс школьный здесь проводим на ледовом корте. Ну это сразу, это... Во дворце спорта дальше находится у нас бассейн, тренажерный зал, ну по всем стандартам. Здесь, в принципе, все прекрасно, дорога хоть зимой, хоть летом, асфальт. Вот этот полностью участок, он весь отапливается, центральное отопление, водоснабжение, ну, полностью дома все. Вот, вплоть до центральной конторы полдеревни. Блин, ну тут как бы, как говорится, уже сразу все понятно, да, такой огромный спортивный комплекс, судя по всему, такой каток, он реально большой. Для села, для аула это вообще отличный показатель. Я думаю, даже не все города смогут похвастаться такими масштабами спортивных комплексов. Ну, в частном случае каток, он реально огромный. То есть получается, что вот это пример того, что в принципе как бы Ветряки? как могли выглядеть и другие, да, Нифига. деревни в Казахстане, да, если бы. А что если бы? В чем проблема? Блин, почему где-то могут, а где-то нет? И сейчас дело не в Казахстане, а вообще. И в России то же самое, и, наверное, в других плюс-минус странах постсоветского пространства, да, как это принято называть. Где-то, блин, делают хорошо, а где-то, ну, вообще никак. Все, наверное, от людей на местах зависит. Друзья, всем привет! Сейчас я нахожусь в Северо-Казахстанской области. Село называется Новоникольское. И это село знаменито тем, что здесь располагается компания Зенченко. Это компания по производству молочных продуктов и не только. У меня, в принципе, давно была вот эта вот уже идея посетить это село, посмотреть, как здесь живут люди. Ну и вот я только что сюда заехал, и уже первое впечатление мое, ну, очень позитивное. Да? Сейчас будем смотреть, общаться с местными людьми. Я думаю, что этот сюжет вам понравится. Вот такой здесь прекрасный дом культуры. Ух. Дворец спорта «Энергия». Друзья, ну вот как здесь не радоваться? Смотрите, чистая дорога, ровно. Дорога большая, широкая, чистая. Белая дорога, без песка, без всего. Сюда опять. Вот смотрите, какой красавец дом здесь стоит с березочкой. Ну просто благодать. Благодатное место. Ну как для села, как для аула, это, конечно, вообще огонь. И это я еще не общался с местными жителями. Ну я понимаю почему, да? Где-то что-то ароматное печется, вот даже запах такой чувствую. Потому что есть градообразующее предприятие. В данном случае село или аулообразующее предприятие, да, молокозавод какой-то здесь крупный. Вот в чем дело. Мы занимаемся выпечкой для жителей Новоникольска. Есть специальный магазин, Зенченко магазин отдельный, где выпускается вся продукция. Наша выпечка идет, салаты идут, полностью ассортимент. Здесь как бы жизнь хорошо, все устраивает.
все нравится. Для детей есть много всего. И каток, и центр, этот спортцентр, все есть. Ну вот даже невооруженным взглядом видно, что этот поселок отличается от других, да? Конечно, намного. Здесь больше цивилизации, как бы и дороги асфальтированы, и вода в доме, и освещение везде есть все. То есть нет такого, что чего-то не хватает, да? Нет, вроде все хватает. Это вы также каждый день, да, готовите обеды? Да. А сколько человек кормите? Сейчас мало. Мало сейчас, да? А вообще на работу сюда сложно устроиться? Я так понимаю, да нет, не сложно, в один принципе. контейнер на одного Берут рабочего? всех, но как бы берут сперва с испытательным сроком, а потом уже дальше смотрят. То есть работа есть, да? Да, здесь работа есть всегда, постоянно, круглый год. Я слышал такое мнение, что наоборот просто работа есть, но просто кто-то поработает, уезжает, да? Ну да, тут текучка большая, потому что многие приезжают, как бы месяц поработали, для них тяжело где-то без выходных работать. Например, в уборку, в посевную у мужчин очень мало выходных, потому что они все время на полях, и у них мало выходных. Ну а так Ну, вот это в зимнее время у везде них так. всех отпуска и выходные дают им. Ну, я понимаю, что как бы вопрос о денег всегда не хватает всем, да? Но вы как Да, оцениваете? денег много не бывает. Достойную оплату труда? Ну да, зарплата достойная здесь. Как бы хватает на все, если можно и пошиковать, можно где-то и сэкономить, хватает. Ну, самое главное вовремя, да? Да, вовремя всегда рассчитывают нас, все вот это, все вовремя. Нету ни задержки, ничего. А так наблюдаете, новые жители приезжают сюда, в этот поселок? Да, приезжает много сюда новых жителей. Можно сказать, очень много, потому что иной раз проходишь и даже не знаешь этих людей. Они, оказывается, приехали, уже живут здесь, обустроились, им также дали дома, работу предоставили. Дали дома, Ну да, вот я уже заметил, что как бы поселок он такой разросся, да? Большой стал. дали А дома. жилье вообще есть, да? Или как дают? Ну, получается, совхозное жилье. И бесплатно Это ты живешь, в нем, платишь коммунальные услуги ты платишь, и все. Больше ты за Ну, него понятно. ничего не платишь. Так, Только получается завтрак из чая, целой булки хлеба, масла и сыра обошелся в 200 тенге. Ну идеально, идеально. Ребята, сразу мозги не работают. Сколько это в рублях? 200 тенге. Ну это что-то вообще копейки какие-то, да? Меня Ренат зовут, как вас зовут? Меня Юрка, Как? Юрий, Юрий, да? Вам сколько лет? Юр. мне 63. На пенсии уже? Нет, пойду вот А, вот готовитесь, да, к выходу на в пенсию? марте. А работаете? Да. Кем работаете? Сторожем Сторожи сколько сейчас получают? 68. 68? Так, ребята, а у вас пенсия во сколько? Вот мужчина сказал в 63, он только пойдет. Я так понимаю, пенсионный возраст у вас 63, да? Если я все правильно говорю. Ну, получается, как в России. В России, по-моему, тоже 63. А, 65, 63 это для женщин. У нас, по-моему, повыше. Хватает вам? Хватает. Ну как, Если здесь вставать, работа да? есть? Но работа постоянная. Работа только. Не хотят. Люди не хотят работать? Ну и уезжают почему-то. А, уезжают почему-то? Ну, поработать уезжают. А, Подработать и что-то. Ну не знаю. Сейчас же молодежь, она же не любит работать. Молодежь вся в интернетах сидит, вот, уставились в свои смартфоны, свои ноутбуки и сидят там. не любят? Конечно. Книги. А здесь надо пахать. И Ну. работаешь и получаешь нормально. Иначе не обижает. Так что я не знаю, что бегут. Ну красота же. Базар жёг. Улица Строительная. Как романтично. А это улица Спортивная. По всей видимости, здесь есть какой-то спортивный объект. Может, физрук там школьный живет, А допустим. спортивная улица, потому что она ведет к ледовому корту. Вот так в поселке выглядит ледовый корт. Вот молодежь катается на коньках. Ну круто же. Огромный. Ну, Огромный. круто. Здравствуйте, как вам нравится? Собственный лед, прокат коньков работает, учебный процесс школьный здесь проводим на ледовом корте в зимнее время года. Во дворце спорта дальше находится у нас бассейн, тренажерный зал, ну по всем стандартам.
А еще в Новоникольском есть средняя школа имени Геннадия Зенченко, основателя компании Зенченко. Здесь же стоит памятник Зенченко Геннадию Ивановичу, герою труда. Вот за счет этого предприятия как бы здесь все, собственно, как бы... Командитное товарищество Зенченко и компания. А вы сами тоже работаете, да, в этой? Я работаю инструктором по спорту на ледовом корте, во дворце спорта. Жил и работал в городе, в Петропавловске, в университете. Потом в 2014 году были сокращения, в СКГУ работал. И вот закинул резюме, приехал. И вот уже 8-й год здесь работаю. Я так понимаю, не жалеете, да? Мне нравится. Ни о чем совершенно. Здесь, в принципе, все прекрасно. Дорога хоть зимой, хоть летом, асфальт, мост через реку Ишим. Вы сами проезжали, видели, все шикарно. Вы сами живете здесь же, да? У нас дома с центральным отоплением, полностью коммуникации внутри находятся. Вот этот полностью участок, он весь отапливается, центральное отопление, водоснабжение, ну, полностью дома все. Вот, вплоть до центральной конторы полдеревни. То есть получается, что вот это пример того, что в принципе как могли выглядеть и другие, да, Ну деревни да, в Казахстане, да, если бы. Если бы в руках руководителей их остались, как говорится. Как вот у нас Геннадий Геннадьевич, директор командитного товарищества, сам живет здесь, сын здесь, внук здесь. Вот. Так и живем. Поэтому. Хотел отметить один момент. Вот Я так понимаю, не где-то живут, да, там, в крупных городах, да, там, сыновья, дети, а все живут здесь. Наверное, это тоже немалый залог того, что в селе все так круто, все так обустроено, все вот эти блага цивилизации, а Науманау, да, все это есть. Везде бы так. Допустим, сыновья крупных олигархов, бизнесменов, чиновников жили бы в том городе, вот где у них родители, как говорится, да, руководят, да и сами бы эти руководители жили бы в этом городе. А не как, допустим, ну вот у нас есть такие примеры в России, да, когда какой-нибудь крупный холдинг, предприятие, непосредственно руководители в Москве и туда-сюда летают на вертолетах, отдают приказы. А если бы, ну, распоряжения, а если бы каждый жил в том месте, где у него какое-то там производство или бизнес, неважно каких размеров, то он, конечно, бы и вкладывался в это место, и улучшал бы инфраструктуру, и вообще все показатели бы росли. Вот это, наверное, сразу бы было бы кардинальное отличие от того, что в целом сейчас есть. Есть, конечно, вот такие островки, оазисы, да, можно сказать, и в Казахстане, и в России все это есть, но это не на глобальном уровне, не на масштабном, не на государственном уровне все это. что меня удивляет, как жителя столицы, жителя Астаны, Нур-Султана, неважно. Астанчане. Меня удивляет то, что вот я за 500 километров от столицы отъехал, казалось бы, село, да, ну вот село на севере Казахстана. Так здесь улицы чистят лучше, чем в том районе, где в Астане я живу. То есть, ну вот посмотрите, как здесь все чисто, все идеально. Здрасте. Как у вас дела? Хорошо. Все хорошо? Да. Нравится вам здесь в поселке? Да. Молодцы. А вы до этого тоже сторожем работали, да, или по-разному? Не, по-разному. По-разному, да? Ну, в кочегарке работал, вот, а уголь заправлял. Потом тяжело стало, года, Вы сказали, что вы воспитанник детдома, да? да. Сейчас один, да, живете? Сейчас один, Да. да, короче. А вообще родню-то свои нашли Нет, после выпуска из детдома? Никого не нашли, да? не знаю, но сейчас, видишь, такая жизнь. Сейчас эти компьютеры, телефоны. Ну вам такое не интересно, да? Не, у меня даже телефона нету, представь. Конечно, я без человек из телефона другой живу. эпохи. Мне некому звонить. Так что я Ребята, ну, без телефона. вот это вот, конечно, фраза. Мне некому звонить. Интересно, да? Не, у меня даже телефона нету, представь. Я без телефона живу. Мне некому звонить. Так что я без телефона живу. Один, наверное, со всей Грустно. деревни. У кого телефона нету вообще. Грустно. Ну самое главное, что сейчас у вас все хорошо, да? Сейчас у меня нормально. Жизнью довольны? Да, может быть. Ну все, я пойду, можно?
детдомовец один. Что-то прям какой-то грустный момент, если честно. Вот я иду, Живет, радуюсь от того, что вижу. И такая мысль посещает, блин, как же здесь здорово, наверное, летом. Какая здесь красота и уют, и зелень, и все на свете. Обязательно сюда приеду летом. Ладно, это все хорошо. Сейчас досмотрим. Ребята, я вот сейчас вот меня прям не отпускает этот мужичок. Один, звонить некому, поэтому кто меня сейчас смотрит? Не знаю, какой возраст. Давайте позвоним своим родителям. Узнаем, как у них дела. Как правило, дети вырастают, уезжают, разъезжаются. Ну, у всех своя ситуация, но я, наверное, в целом говорю, да. Да даже если вы живете в одном городе, может быть, там какие-то дела, замотались, давно не звонили, не писали, не виделись. Давайте навестим своих родителей, позвоним, узнаем, как дела. Им будет приятно, безусловно. Ну вот я вот смотрю, как два человека мне навстречу в середине января на севере Казахстана едут на велосипедах, и за их спинами ветряк. Вот это вообще, чудо. конечно, ребят. Идем мы по самой космической улице поселка Гагарина. села Новоникольская. Эта улица называется Гагарина, и она нас ведет к новым технологиям. Блин, ну ветряки это вообще, ребят, Для огонь. нас это ветряки, ветряные мельницы. Почему только один работает? А, Ну, нет. конечно, я здесь не первый Не один. журналист, который бывал и на этом на катке, и вообще, как бы, наверное, здесь, и восхищался чистотой улиц. Но как бы мне хотелось, чтобы везде вот так вот было, то есть в каждом населенном пункте, независимо от Базар жёг. расположения. Ну классно, классно. Спасибо за то, что смотрите, за все ваши Классный, реакции. добрый ролик. Ссылка то, на что оригинальное видео будет в описании. вы Ребят, давайте находитесь подпишитесь на этом на канале. канал автора. Спасибо большое. До новых встреч где-нибудь еще. А я погуляю здесь еще, посмотрю, присмотрюсь. Все, ребята, на этом видео заканчивается. Блин, ну, в целом прям такой грустный ролик получился из-за этого дедушки. Ну ладно. А в целом, да, в принципе, как я уже сказал, повторяться не буду. Наверное, основные тезисы только скажу. Если руководители крупных регионов, региональных каких-то предприятий, градообразующих и так далее, будут жить, главное, со своей семьей, там, где, собственно, у них и есть это производство, этот бизнес, то так или иначе они будут вкладываться и все будет улучшаться. Наверное, я думаю, в этом, ну не то что проблема, в этом, наверное, залог благосостояния и вообще в целом развития, ну, какого-то конкретного отдельного поселка, города, аула, поселения, неважно, как это будет называться. У кого другое мнение, которое отличается от моего, пишите в комментариях, с удовольствием почитаю, обсудим все вместе. Отдельно рахмет, кто смотрит видео до самого конца. Все, давайте, Достар. Всем пока, удачи, до встречи.